Старый граф поехал домой. Наташа с Петей остались с охотой, обещая сейчас же приехать. Охота пошла дальше, так как было еще рано. В середине дня гончих пустили в поросший молодым частым лесом овраг. Николай, стоя на жниве, видел всех своих охотников. Но супротив от Николая были зеленя, и там стоял его охотник, один, в яме за выдавшимся кустом орешника. Только что завели гончих. Николай услыхал редкий гон известной ему собаки Вальторна. Другие собаки присоединились к нему, то замолкая, то опять принимаясь гнать. Через минуту из острова подали голос по лисе, и вся стая, свалившись, погнала по отвержку по направлению к зеленям прочь от Николая. Он видел всех скачущих выжлятников в красных шапках по краям поросшего оврага, видел даже собак и всякую секунду ждал того, что на той стороне на зеленях покажется лисица. Охотник, стоявший в яме, тронулся и выпустил собак. И Николай увидал красную, низкую, странную лисицу, которая, спушив трубу, торопливо неслась по зеленям. Собаки стали спеть к ней, вот приблизились, вот кругами стала она вилять между ними, все чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг себя пушистой трубой хвостом. И вот налетела чья-то белая собака, и вслед за ней черная, и все смешалось, и звездой. Вровь расставив зады, чуть колеблись стали собаки. К собакам подскакали два охотника, один в красной шапке, другой чужой в зеленом кафтане. «Что это такое?» – подумал Николай. «Откуда взялся этот охотник? Это не дядюшкин». Охотники отбили лисицу и долго, не тороча, стояли пешие. Около них на чумбурах стояли лошади со своими выступами седел и лежали собаки. Охотники махали руками и что-то делали с лисицей. Оттуда же раздался звук, рогоусловленный сигнал драки. «Это Елагинский охотник что-то с нашим Иваном бунтует», — сказал стремянный Николай. Николай послал стременного подозвать себе сестру и Петю и шагом поехал к тому месту, где доезжачие собирали гончих. Несколько охотников поскакало к месту драки. Николай, слезший с лошади, остановился подле гончих с подъехавшими Наташей и Петей, ожидая сведений о том, чем кончится дело. Из-за опушки выехал дравшийся охотник с лисицей в тороках и подъехал молодому барину. Он издалека снял шапку, старался говорить почтительно, но он был бледен, задыхался, и лицо его было злобно. Один глаз у него был подбит, но он, вероятно, и не знал этого. «Что у вас там было?» – спросил Николай. «Как же, из-под наших гончих он травить будет? Да и сука-то моя мышастая поймала. Поди судись, за лисицу хватает. Я его лисицей, ну катай, отдай в тороках. А этого хочешь?» – говорил охотник, указывая на кинжал и, вероятно, воображая, что он все еще говорит своим врагом. Николай, не разговаривая с охотником, попросил сестру и Петю подождать его и поехал на то место, где была эта враждебная елагинская охота. Охотник-победитель въехал в толпу охотников и там, окруженный сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг. Дело было в том, что Елагин, с которым Ростовы были в ссоре и процессе, охотился в местах по обычаю, принадлежавших Ростову. И теперь как будто нарочно велел подъехать к острову, где охотились Ростовы, и позволил травить своему охотнику из-под чужих гончих. Николай никогда не видал Елагина, но, как и всегда в своих суждениях и чувствах, не зная середины, по слухам о буйстве и своевольстве этого помещика, всей душой ненавидел его и считал своим злейшим врагом. Он, озлобленно взволнованный, ехал теперь к нему, крепко сжимая арапник в руке, в полной готовности на самые решительные и опасные действия против своего врага. Едва он выехал за уступ леса, как он увидал подвигающегося ему навстречу толстого барина в бобровом картузе на прекрасной вороной лошади, сопутствуемого двумя стременными.
Граф Илья Андреевич вышел из предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком большими расходами. Но дела его все не поправлялись. Часто Наташа и Николай видели тайные, беспокойные переговоры родителей и слышали толки о продаже богатого, родового ростовского дома и подмосковной. Без предводительства не нужно было иметь такого большого приема, и отрадненская жизнь велась тише, чем в прежние года. Но огромный дом и флигель все-таки были полны народом. За стол все так же садилось больше 20 человек. Все это были свои, обжившиеся в доме люди, почти члены семейства, или такие, которые, казалось, необходимо должны были жить в доме графа. Такие были Димлер, музыкант с женой, и Огель, танцевальный учитель семейства, старушка-барышня Белова, жившая в доме, и еще многие другие. Учителя Пети, бывшая гувернантка барышень и просто люди, которым лучше или выгоднее было жить у графа, чем дома. Не было такого большого приезда, как прежде, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с графиней представить себе жизни. Та же была еще увеличенная Николаем охота, те же 50 лошадей и 15 кучеров на конюшне, те же дорогие друг другу подарки в именины и торжественные на весь уезд обеды, те же графские висты и бастоны, за которыми он, распуская веером всем на вид карты, давал себя каждый день на сотни обыгрывать соседям, смотревшим на право составлять партию графа Илья Андреевича как на самую выгодную аренду. Граф, как в огромных тенетах, ходил в своих делах, стараясь не верить тому, что он запутался, и с каждым шагом, все более и более запутываясь и чувствуя себя не в силах ни разорвать сети, опутавшие его, ни осторожно терпеливо приняться распутывать их.